Вот это да! О, как вас тут много! Какое хорошее поколение растет! Большое, красивое! Знакомый миллионам голос он убаюкивал советских детей четверть столетия. Улыбчивая, дружелюбная Татьяна Судец, или просто тетя Таня, как ее прозвали преданные поклонники передачи «Спокойной ночи, малыши». Сегодня, как и тогда, она снова радует своим творчеством, но уже нынешнее поколение. И улетела. Чё, ха-ха, у вас что-то так не было? Учительница вызывает и говорит: рассказывай урок. А вы забыл. Наш адрес – Советский Союз, женские судьбы, спорт, история здоровья. На ее счету более 10 программ, в том числе и детских. Не бояться быть в центре внимания, отстаивать права и давать сдачи обидчикам. Именно эти качества помогли ей стоять на сцене. Стать артисткой была мечта с детства. Но путь телезвезды к экрану растянулся на годы. Я пришла на телевидение в 1972 году. По окончании института энергетического радиотехнический факультет. Вот, то есть я радиоинженер по образованию, уже отработала. Я в вечернем училась в институте, потому что в техникум до этого закончила радиомеханический. И объявили конкурс на телевидении. И вот случайно, я не знаю, как меня выбрали, из 600 с лишним человек, нас взяли 4, в том числе и меня. Совершенно девочка с улицы пришла. И меня взяли. Ну, не знаю. Я говорю, я в лотерею жизни, в судьбы я выиграла вот свою профессию. Я ни капельки не жалею об этом. Я очень люблю свою профессию. Москвичку взяли в дикторский отдел Центрального телевидения. Татьяна вела программу «Время», познавательные передачи, умелые руки и больше хороших товаров. Но популярность к диктору пришла после первых выпусков полюбившейся миллионам программы «Спокойной ночи, малыши». Самый любимый период ее телевизионного творчества, как признается сама артистка. Именно поэтому сегодня она в сопровождении своих кукольных друзей. Вот это да! Ну, не ожидал я от вас, тетя Таня. Что ты от меня не ожидал? Что обзываться будете? Хрюша своей наигранной забывчивостью спешит поиграть с маленькими зрителями в зоопарк, а Степашка озорным пением веселит детей, заставляя подпевать и топать в такт. И нравится тебе то и другому покажи, то и другому покажи, и делай так. Понравился больше Степаша. Такой миленький, еще у него голосок такой прикольный, и он еще загадки, мне понравилось, как он загадывал. Эта детская искренность передалась и Татьяне. Улыбка, голос, обаяние и опыт телезвезды просто притягивают детей. Дети, когда приезжают в другие города, они отличаются от московских детей. Потому что у тех больше возможностей, те уже такие, как я их называю, заевшиеся, если так сказать. А здесь дети чисто искренние. Вот пришли такие хорошенькие. И, видимо, они готовились к этому празднику, к этой встрече. Потому что все нарядные, все с такими горящими глазенками. Отвечают на вопросы. Все прекрасно просто. Мне очень понравились. Познакомившись с творчеством тети Тани, дети смогли насладиться и показом мультфильмов из цикла «Сказки народов мира». Показ проходит в рамках кинофестиваля «Золотая башня». «Дерево с золотыми яблоками», «Волшебная кисточка», «Пастушонок Тимур» и многие другие мультфильмы, на которых традиционно заканчивался каждый эфир детской программы. Посмотреть их на экранах кинотеатра снова смогут все желающие в течение всего дня. Жарадат Хулухоева, Адам Далаков, Новости 24.